10 минут сломали. Зашли на свадьбу с Суликом. Пизды получили просто за то, что на свадьбу зашли. Нормальное гостеприимство, да? Чё? Бля, мне сука. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Долго думал вчера про эту ситуацию со свадьбой, и я хотел бы у вас уточнить вообще, как вы считаете, как поступить. Если коротко рассказать, мы шли к себе домой на поворот аэропорт, слышим, играет музыка. Здесь мне все говорили, что свадьба это классно, можно зайти всегда, поздравить там, постоять, посмотреть, никто против не будет, никто выгонять не будет. Мы решили просто зайти, естественно, если вы видели, мы просто снимали, как Сулик заходит на свадьбу. Больше мы ничего, грубо говоря, не снимали. Единственное, мы стали со стороны, смотрели, как люди танцуют. Они сами все снимали на видео, сами себя снимали на видео. Я решил просто заснять эту, как проводят свадьбу. Что произошло дальше? Один парень увидел, что я снимаю. Я снимал для себя, просто для себя, никуда не хотел выкладывать. Он подошел и сказал, типа, что вы снимаете, удалите видео. Я говорю, хорошо, если нельзя, я удалю без проблем. Показываю ему, как я удаляю видео. Я говорю, все, видео нету. Он говорит, что ты врешь, удали все видео. Покажи удаленные. Я говорю, вот удаленные, нет видео, никаких больше ничего нету. Он говорит, все, пошли нахуй отсюда. Я сказал, ты охуел, что ли, со мной так разговаривать? Ну и вот из-за этого все началось, то, что он начал некрасиво разговаривать, начал говорить на таджикском. Ксио чао, чатагом, вот эти все маты, короче. Ну, сам не выдержал, потому что это некрасиво. Мы пришли просто посмотреть, и вместо того, чтобы нас встретить, нас начали посылать. Я говорю, пошли выйдем, поговорим. Он со спины начал ногами махать, попал мне по руке. Я говорю, пошли дальше выйдем за забор, чтобы здесь не все не налетели. Он начал выходить, и, соответственно, начали подбегать. Второй, третий, четвертый. Тут уже на Сулика напали, и Сулик получил... Ну, Сулик сразу в ответку начал долбить, там трое налетели, и я там... Вот после этой заварушки, которые, типа, мы потом подрались немного, друг друга ударили, я уже снял видео с разбитой губой у Сулика. Я сказал, Сулик, все, пошли, короче, смысла здесь решать нет, у них, они пьяные, они вообще в ненормальном состоянии, ничего не докажешь. Мы уже прошли 300 метров, где-то 400, смеялись, прикалывались, о, давно не дрались, все такое. И я слышу, как орут нам со спины. Я просто поворачиваюсь, там человек 40, просто 40 человек бежит. Сулик, соответственно, говорит, пошли дальше, подеремся. Короче, я говорю, братан, там 40 человек, смысла ничего не решишь. Но мы никуда не бежали, мы спокойно шли. И все, и вот это вот началось самое интересное. Они всей толпой просто окружили нас, начали забирать у нас телефоны, прям реально в карманы руки свои сувать, вытаскивать из нас телефоны. Я говорю, вы что, ебнутые, что ли? Вы что, не понимаете, что мы ничего не выкладывали? Они говорят, ты блогер, ты все выложишь. Я говорю, я не ходи, я не порвись. Вот, нас, получается, было 2 человека, их человек 40. Они все вот так чирикают, что-то говорят, говорить там вообще не с кем, бесполезно, смысла. Забрали телефоны, начали, короче, открывать их, пытаться посмотреть, если там видео. Я специально дал телефон, говорю, вот, смотри, ничего нету. Он ищет, и говорит, где? Зашел мы в Инстаграм, начал что-то там лазить, короче, личные сообщения читать. Я ему говорю, ты что, не понимаешь, то, что нет ничего, вообще никакой, мое слово ни одно не понимают. И в этот момент, когда я показываю человеку, я не видел, что на меня кто-то бежит, он просто подбежал и ударил меня вот в эту часть. Ну, это фигня. Просто человек был пьяный, понятно, зол, там на что-то непонятно, хотя я никого не оскорблял. Самое, что интересное, они все равно считали нас виноватыми, потом все разбежались, там свадьба закончилась. Но самое, что интересно, они начали после этого мне в личку писать и говорить, что... Короче, вот к вам и вопрос. Если я отпущу эту ситуацию, ничего делать не буду, соответственно, они будут думать, что, о, блядь, Рому можно отпиздить, там его друзей можно отпиздить, он ничего не сделает. Типа, бля, давайте их постоянно пиздить, короче, если я это спущу. Вот, соответственно, вопрос. Я не хочу это отпускать. Есть 2 варианта. Либо пойти и со своими пацанами отпиздить их там всех, либо подать заявление в суд, чтобы, ну, в милицию, чтобы их там за то, что они меня трогали, за то, что забирали телефоны.
полностью, пускай их нахуй накажут за то, что они еще, ну, то, что вообще вся эта ситуация произошла. Как вы думаете, что нужно сделать? Подать заявление в полицию? И для тех, кто там на свадьбе был и мне пишет, что это я сделал для подписчиков, нахуй мне эта свадьба не нужна. Если я буду снимать свадьбу, я буду так ее красиво снимать, чтобы люди увидели, какая настоящая свадьба, понимаете? И никто из-за этого не подпишется, потому что увидели красивую свадьбу, понимаете? Мне, чтобы подписчиков собирать, свадьбы не нужно снимать. Я другой контент снимаю, если вы не заметили. Я не Парвиз и не Хадиса ТВ, чтобы снимать, ой, сколько там народу на свадьбе было, вообще похуй всем на это. Насколько мне известно, я единственный русский, приехал в Таджикистан и показываю эту страну с хорошей стороны. Никаких косяков, никаких минусов я никогда не показывал. И мне пишут каждый день, друзья, всякие разные сливы, всякие там фотки присылают, что можно выложить и благодаря чему можно набрать огромное количество подписчиков, как делают это вот эти Парвиз, Хадиса. Но я этого не делаю, потому что я знаю, что это неправильно. И что бы ни происходило дальше, как бы популярнее ни становился, я знаю, что ко мне будет отношение от завистливых людей, от плохих людей, такое же негативное продолжаться. Мне на это все равно. Я буду дальше топить, дальше показывать только лучшее, только хорошее, потому что я нормальный, адекватный человек. И кто меня лично знает, знает, какой у меня дух, знает, какой я доброты человек, и что я не обращаю внимания на такие вещи. Но мы это просто так не оставим. иқдоми нав аз сарпарасти мо дар силкаи комментария дуро регистрация скриншот када дайними номро роӣ ку ва мо дато 20 сомон мегузаронем ва баъди регистрация то 1400 сомон